Голосовали сегодня и в постпредстве Северной Осетии в Москве. Свой выбор сделали полпред республики при президенте России Борис Джанаев, председатель Совета Московской осетинской общины Алана Баева, а также весь коллектив постпредства. Для них развернули дистанционный участок. Его работу обеспечила участковая избирательная комиссия номер 18. За процессом голосования следил наблюдатель. По словам Бориса Джанаева, это хорошая возможность выразить свою гражданскую позицию, независимо от того, как далеко наши земляки находятся от своей республики. Во время голосования соблюдались все меры санитарной безопасности. Использование масок, перчаток и одноразовых ручек обязательно. Возможность принять участие в голосовании дистанционно через портал госуслуг была у жителей Москвы и Нижегородской области. У нас, у жителей столицы Российской Федерации, которые чувствуют свою связь со своей родиной, с Осетией, благодаря усилиям постоянного представительства нашей республики, появилась возможность прийти сюда, в здание постпредства, где и проходил процесс волеизъявления по поправкам в Конституцию. Очень мне это все дело понравилось, как это было организовано, четко, дистанцированно, с соблюдением всех санитарных норм, с выдачей людям всем индивидуальных пакетов, индивидуально каждый получил ручку, перчатки, маску. Все наши земляки замечательно соблюли, пришли сюда в очень большом количестве. Ну, спасибо всем, кто это все организовал, и спасибо всем, кто пришел. Каждый считает по-своему, за что голосовать. Самое главное прийти и выразить свою позицию. Поэтому мне кажется, что сегодня такой момент, когда надо сказать каждому человеку, что он считает по этим поправкам. И, в конце концов, это наше будущее. Поэтому мы должны это делать. Мы будем делать всегда. Сегодня очень много выходцев нашей республики, проживающих в Москве. Наша молодежь пришли в постоянное представительство для того, чтобы проголосовать и обозначить свою гражданскую позицию по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Сегодня жизнь требует новых изменений, кардинальных решений, и все те предложенные поправки в Конституцию сегодня направлены на благополучие наших граждан и на развитие нашей большой страны.